Глава Коми с рабочим визитом находится в Москве. Там он записал новое видеообращение к жителям республики. Вот что рассказал Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня, как я вам вчера докладывал, работаю в Москве и сегодня участвовал в очень важном мероприятии. На это мероприятие было приглашено несколько губернаторов. Проводили его два президента. Президент России Владимир Владимирович Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это проходило в видеоконференции. Суть этого мероприятия – заседание 17-го ежегодного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Я расскажу сегодня буквально несколько штрихов, актуальных для Республики Коми, что сегодня обсуждалось, но именно в связи с интересами нашего республиканского масштаба. Итак, первая повестка, которая обсуждалась, она актуальна сегодня абсолютно для всех российских регионов. Это зеленый рост, и из уст обоих президентов, президента России и президента Казахстана, прозвучала именно очень важная задача сделать альтернативные традиционным логистические направления. А для нас сегодня одно из очень важных изменений логистических направлений – это Северный морской путь. И поскольку Республика Коми имеет в развитии Северного морского пути свою квоту, то, конечно, вопрос вот таких альтернативных транзитных маршрутов, которые точно совершенно позволяют связать экспортеров с транспортными хабами Европы, для Республики Коми очень актуальна. Следующая очень актуальная повестка – это развитие зеленого роста. Не только федеральный центр, но и регионы совершенно точно должны вместе решать вопросы, исключающие загрязнение воды, воздуха, почв, накоплению промышленных и иных отходов. Для республики это крайне актуальная тема. Далее, в связи с тем, что в связи с изменениями климата в мире многие страны объявили о достижении углеродной нейтральности, и Россия в том числе заявила об этом, о достижении к 2025 году. Но это совсем рядом, поэтому в этом смысле мы точно так же должны вместе следовать этой повестке, объявленной нашим президентом. И на данном направлении республика идет совершенно правильным путем. Я это уже неоднократно говорил, особенно по Воркуте и Инте, сегодня развиваем целое направление альтернативных угольному производству других производств, поскольку это напрямую связано как раз с регулированием механизмов пограничных углеродных налогов в Евросоюзе. И буквально в ближайшей перспективе ждет еще и нашу страну, естественно, регуляторный механизм для страны коснется и республики. Это экологический кодекс по международным стандартам. А это означает, что нужно разработать планы по предоставлению возможностей бизнеса, в том числе и бизнеса Республики Коми, модернизации производств за счет освобождения от экоплатежей. Это сегодня может звучит еще так, знаете, отстраненно, но на самом деле любой бизнесмен сегодня уже об этом задумывается, и экоплатеж может стать, если к нему сегодня очень серьезно не подготовиться, просто стать результатом закрытия того или иного бизнеса. Что еще очень актуально для республики, была повестка о ставке на газ, как на более чистом виде топлива. Ну и опять это тоже очень актуально для республики. Кроме того, сегодня в мире и в России прогнозируется дефицит
чистой воды. И, соответственно, водная безопасность встает прям буквально на передовой план. Ну, а мы, республика, в которой огромное количество водных ресурсов, водоемов, конечно, точно совершенно вовремя занялись вопросами чистоты, экологии, в том числе чистоты водных ресурсов. И здесь, конечно, у нас огромный потенциал для работы, и мы можем очень много предложить Российской Федерации программ как раз для сохранения чистых водных ресурсов в республике. Ну и еще одна тема для нас очень актуальная, которая сегодня обсуждалась, это леса, зеленое богатство России. Понятно, что в Казахстане лесов очень мало, и здесь Владимир Владимирович Путин предложил взаимовыгодные планы по сотрудничеству. Для нас очень важно сегодня, это я уже тоже неоднократно говорил, высокомаржинальные продукты, в том числе домокомплекты, которые мы могли бы поставлять дополнительно по программам развития в Республику Казахстан. Еще тоже очень важная была повестка, это сеть особо охраняемых природных территорий. Вы знаете, что мы в этом направлении тоже очень активно работаем, открываем достаточно быстро и эффективно вот такие особо охраняемые природные территории. И в этом для нас одно из направлений развития туризма. Потому что сегодня это один из видов туризма, туризм именно в таких особо охраняемых территориях очень активно развивается. Вне повестки, вне основной повестки форума, президент Казахстана поблагодарил Владимира Владимировича Путина за совместный проект по производству вакцины «Спутник Ви» на территории Республики Казахстан, потому что тема ковида, тема лечения, профилактика ковида занималась сегодня на форуме особое место, она звучала постоянно, и в связи с этим я перехожу сегодня уже к нашей непосредственно республиканской повестке. Это что мы за сутки, как мы заболели, сколько у нас дополнительно появилось выявленных больных ковидом. Итак, за сутки у нас мы выросли, к сожалению, у нас 233 случая заболевания ковидом. Вы помните, вчера было 228, выздоровело 96 человек. Наибольшее число заболевших Сыктывкар, Ухта. Ну и у нас, к сожалению, добавляться начали еще муниципалитеты. Усинск 15 случаев, для Усинска это много. И в связи с этим мы, конечно, начали наращивать коечный фонд. Я вам говорил несколько дней, что у нас коечный фонд не изменялся. Вот сегодня мы сразу добавили 35 коек, в том числе как раз в Усинске добавили 20 коек, поскольку, вы видите, начался рост заболевания ковидом в Усинске. Теперь по вакцинированию. Полностью у нас вакцинировались 252 390 человек, жителей Республики Коми. И у нас за прошедшие сутки еще дополнительно пришло 13 200 доз вакцины. Соответственно, у нас сегодня еще больше стал объем вакцины, более 160 тысяч доз вакцины. Поэтому, конечно, я снова настоятельно рекомендую тем, кто сегодня на грани принятия решения, вакцинироваться или нет, конечно, принимать такое решение и незамедлительно вакцинироваться. Причем я все время повторяю, что сегодня невакцинированный человек имеет очень высокий шанс заболеть тяжело, к сожалению, с летальным исходом. Вакцинированный может тоже заболеть, я об этом тоже неоднократно говорил, но лечение будет значительно благоприятное и, конечно, без тяжелых последствий. И в завершение я скажу вам о том, что как будут ближайшие дни, поскольку с завтрашнего дня до 4 октября включительно я взял краткосрочный отпуск, поэтому с 1 до 4 октября я не буду ежедневно информировать вас о ситуации. 5 октября я работаю в Москве, потому что будет большое заседание в Совете Федерации, где у меня доклад.
Но 5 числа я снова выйду с информационным сообщением, и с 6 числа я вернусь уже в республику и уже буду работать в республике. На сегодняшний день это вся информация, уважаемые жители республики. Берегите друг друга, будьте здоровы, до следующей встречи.